По поводу первого вопроса, почему нельзя предсказать? Потому что на рынке ситуация все время меняется. Например, какие показатели влияют? Первое– это как идет торговля внешней экономической деятельности. Больше заходит валюты или больше выходит? Например, у нас импортозависимая страна, мы за импорт платим валютой, да? Значит, у нас выбывает валюта. Это тоже снижает платежеспособность кыргызского сома и ведет к удорожанию, например, доллара. Второй показатель– это экспорт. Но это как бы то же самое, но тем не менее, чем больше экспорта, тем больше мы выручку получаем, тем лучше. Следующий показатель– это резервы. Резервы у нас Национальный банк использует как инструмент, который используется для сдерживания тактических, ну или там краткосрочная мера для того, чтобы не допустить резких колебаний валюты. Они выходят на межбанковский валютный рынок, выкупают или наоборот продают валюту. Тем самым создают погоду на валютном рынке. Следующий показатель– это поступление вне внешнеэкономической деятельности. То есть все поступления, например, гранты, кредиты или там трансферты от трудовых мигрантов или там, допустим, еще какие-то платежи, которые поступают в Кыргызстан и как бы создают тем самым скажем так, выручку для страны, да? Значит, почему строятся прогнозы на основе макроэкономических показателей? Как известно, в макроэкономических показателей входят следующие показатели. Это прирост ВВП, это инфляция, это дефлятор, это денежная масса и другие показатели, да, там уровень бедности, средний доход населения. Все эти показатели значит, так или иначе как бы характеризуют положение в экономике, то есть увеличивается ли выпуск, допустим, внутренней продукции для внутреннего потребления и последующего экспорта. То есть макропоказатели нам дают сигнал, насколько у нас сбалансирован внутренний рынок для того, чтобы как бы понимаете, вот валюта же, ну вот, например, доллар, да, он же мировой, он на международном рынке обращается. И для того, чтобы он попал в Кыргызстан и вообще чтобы Кыргызстан был вовлечен через торговлю в мировое сообщество, как бы надо понимать внутреннее положение. Поэтому макроэкономисты просчитывают именно сбалансированность экономики. Например, денежная масса соответствует товарной массе, или, допустим, безработица соответствует инфляции. Вот такого рода есть макроэкономические тождества, которые нам так или иначе сигнализируют положение в стране. Значит, курс валют как влияет на теневую экономику, да? Значит, так как ну, как бы валюта, его стоимость формируется за счет спроса и предложения на него. Соответственно, все участники, неважно, теневые, официальные, они все так или иначе являются субъектами, которые влияют на этот спрос. Поэтому чем больше теневая экономика, тем более ложное представление у официальных лиц о спросе и предложении, да, то есть как бы понятно, что по расчетным данным какой-то процент составляет теневая экономика, но тем не менее, чем больше теневых потоков, тем менее она подвержена влиянию со стороны официальных властей. Поэтому важно, чтобы каждая страна, да, стремится, чтобы минимальный уровень был теневой экономики, чтобы контролировать денежную массу, чтобы через инструменты Национального банка воздействовать на этот валютный рынок. Значит, есть страны, где есть директивная, да, это постановка курса валют. В нашей стране это не так. У нас плавающий курс, то есть есть коридор, допустимый, в рамках которого регулятор не вмешивается значит, на рынок на валютный рынок. И этот коридор измеряется на уровне 5-7% инфляции. То есть если там разгоняется инфляция, увеличивается денежная масса, то Национальный банк не будет его трогать до тех пор, пока она не превысит 9% к ВВП, процентов инфляции. Поэтому
как бы у нас называется плавающий курс. И участники рынка, там предприятия, там, не знаю, игроки на рынке Форекс или там, ну, все участники валютного рынка, банки, да, они как бы смотрят на это, да, на экономическую ситуацию, есть спрос или нету, увеличился там спрос на импорт или увеличился спрос на производителей внутренних, ну вот экспортеров, да, и в этом контексте как бы рынок сам определяет его курс. Вот. А есть, допустим, такие страны, как, допустим, Китай или там еще какие-то другие страны, где на курс в большей степени влияет не сам рынок, а субъекты государства. И они могут своими вмешательствами серьезно повлиять на курс. Поэтому важно ориентироваться на данные. Вот есть платежная система, да, и есть на сайте Национального банка автоматизированная система, которая показывает, как идут торги на валютном рынке в онлайн-режиме. То есть все, кто неравнодушен к курсу, могут отслеживать, какие сделки, ну, на какой объем идут сделки по купле-продаже валюты. Соответственно, надо ориентироваться на данные Национального банка.